Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы еще раз искренне поприветствовать президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева в Республике Таджикистан с государственным визитом. Вначале я хотел бы отметить, что за 30 лет дипломатических отношений Таджикистан и Азербайджан смогли выстроить эффективные механизмы взаимодействия и достичь значимых результатов, которые сегодня служат во благо наших братских народов. Этому во многом способствуют тесные доверительные контакты на высшем уровне, у истоков которых стоял выдающийся сын азербайджанского народа и мой друг и старший товарищ Гейдар Алиев, столетие которого мы в Таджикистане также отметим в следующем месяце. Я всегда с теплотой вспоминаю наше общение с этим великим государственным деятелем братского Азербайджана. Гейдар Алиевич в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития. Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз взаимного общения наших народов, у истоков которых стоял почитаемый в каждом таджикском доме несравненный Низами Ганджевей. Поэтому наши переговоры, как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия. В ходе переговоров мы подробно рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по всем актуальным для нас вопросам. Подписанные сегодня двусторонние документы направлены на укрепление и дополнение правовой базы наших связей. В качестве составных частей комплекса наших многогранных связей мы отметили поступательный характер межпарламентского сотрудничества, который приобрел новое содержание в результате взаимных визитов руководителей парламентов двух стран. Подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие, согласились, что объем взаимного товарооборота не отвечает потенциалу, который имеется у сторон. В этой связи договорились принять неотложные меры по его увеличению. В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и в топливно-энергетическом комплексе. В области промышленной кооперации отметили большие возможности для реализации совместных проектов легкой, химической и горнорудной промышленности в сферах производства строительных материалов, переработки алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов. В энергетическом секторе мы подтвердили заинтересованность участия азербайджанской компании в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана. Мы будем продолжать активно пользоваться удобными транзитными возможностями Азербайджана и увеличивать объемы грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур. На переговорах важное место было уделено гуманитарному направлению наших отношений в области образования, науки и культуры. Обменялись мнениями по всей совокупности актуальных вопросов регионального и международного характера. Отметили важность дальнейшего взаимодействия на площадках международных и региональных организаций. Договорились продолжить практику взаимной поддержки кандидатур и инициатив друг друга на многосторонних площадках, прежде всего ООН. Мы выразили признательность азербайджанской стороне
за поддержку выдвигаемых Таджикистаном глобальных инициатив по воде и климату. На переговорах в центре внимания были вопросы безопасности. Мы высказали за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности. Подробно обсудили международную тематику и ситуацию в наших регионах. Итоги сегодняшних переговоров позволяют нам смотреть на развитие отношений между нашими странами с большим оптимизмом и добрыми надеждами. Теперь с большим удовольствием передаю слово нашему дорогому гостю, уважаемому Илхаму Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста. Уважаемый Имамали Шарифович, уважаемые дамы и господа, в первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за приглашение посетить братский Таджикистан с государственным визитом. Я не первый раз посещаю Таджикистан, это мой третий официальный визит. Также я посещал Таджикистан для участия в международных мероприятиях. И в первую очередь хотел бы поздравить вас, Имамали Шарифович, и весь братский народ Таджикистана с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана. Также хотел отметить, что был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти что 5 лет назад, и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения. И то, что я вижу, и то, о чем мне говорил президент Таджикистана, о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще краше и еще более удобной для гостей и для жителей. Хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за доброе отношение к памяти моего отца Гейдара Алиева, который вместе с Имамали Шарифовичем Рахмоном стояли у истоков формирования межгосударственных отношений между нашими странами и по существу заложили основу этих отношений. Сегодня успешное развитие братских отношений между нашими странами – это результат именно той деятельности в начале 90-х годов, когда и Таджикистан, и Азербайджан испытывали большие трудности, и когда была нарушена общественно-политическая стабильность в наших странах, и в Таджикистане, и в Азербайджане, к сожалению, происходила гражданская война. Самая ужасная война – это братоубийственная война. И президент Рахмон и президент Алиев, каждый в своей стране, сделали все для того, чтобы перевернуть страницу кровопролития и поставить наши страны на рельсы развития. И это удалось. И сегодня Таджикистан, Азербайджан – это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и в целом мире, я думаю, каждый понимает, что стабильность – это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса и спокойствия людей. Поэтому думаю, что пример наших стран, которые, проводя политику, основанную на национальных интересах наших народов, говорит о том, что при мудром руководстве можно достичь больших результатов, даже находясь на самой низшей точке развития. А Таджикистан и Азербайджан из всех бывших республик Советского Союза начинали путь независимости в самых худших условиях, в самых тяжелых условиях. И это те, кто хорошо знают тот период, естественно, могут подтвердить, но надо, чтобы молодое поколение и в Азербайджане, и в Таджикистане тоже знало это. Сегодняшнее наше успешное развитие, это, как говорится, не с неба упало. За этим стоит именно труд великих лидеров наших народов,
которые с риском для себя и для своей жизни делали все для того, чтобы обеспечить мирное и успешное развитие. Мне особо приятно об этом говорить здесь, в Таджикистане, в братской стране, где чтят память Гейдара Алиева. Как имам Али Шарифович сказал, в следующем месяце мы будем отмечать 100-летие со дня рождения основоположника азербайджанской государственности. Я благодарен нашим таджикским братьям за то, что память Гейдара Алиева будет также отмечена и в Таджикистане. Имам Али Шарифович осветил все темы переговоров. Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры и беседы тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегации обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия. И по всем тем направлениям, которые имам Али Шарифович отметил, мы имеем четкое представление, как двигаться вперед и по транспортно-логистической сфере, даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами. Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна, инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность, и хороший инвестиционный климат, то, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистане, это говорит о том, что инвестиции зарубежные, в том числе, защищаются государством. Я не имею никаких сомнений в том, что результаты визита, конкретные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане. И к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегации именно по вопросам транспортно-логистического взаимодействия, инвестиционной политики, промышленной кооперации. И уверен, что результаты нас будут радовать. Хотел бы особо отметить прочный фундамент наших связей, а именно культуры и взаимодействия. Наши народы веками жили в дружбе, в согласии, дружили. И не случайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане азербайджанскую культуру. Я хотел бы сказать, что не случайно, что памятник выдающемуся сыну таджикского народа Рудаки был создан азербайджанским скульптором Фуадом Абдурахмановым. В 60-е годы этот памятник был установлен в Душанбе. Другой азербайджанский известный скульптор Омар Эльдаров создал памятники Айни и Ибн Сины. То есть это о многом говорит. То есть доверить создание памятников выдающимся представителям таджикского народа, представителям Азербайджана, говорит о многом, говорит о большом доверии, о дружбе, о братстве. Мы также знаем, что в Таджикистане очень любят и почитают великого азербайджанского поэта Низами Гянджави, который родился, жил и покинул этот мир в своей родной Гяндже. И это вот тот культурный фундамент, который создает сегодня предпосылки для активного взаимодействия по всем направлениям. И уверен, что и в сфере образования, и в других сферах мы выполним все те решения, которые сегодня приняли. Также хотел бы отметить, что мы с удовлетворением отметили, что около 50 курсантов Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана. И мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты также с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане. Я еще раз хочу выразить благодарность моему дорогому другу
брату Имаму Шарифовичу Рахмону за гостеприимство, за сотрудничество. Используя эту возможность, хотел бы пригласить вас, Имам Шарифович, посетить Азербайджан. Имам Шарифович совершил 3 официальных визита в Азербайджан. Я тоже 3 официальных визита в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще. Будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее. Спасибо. Спасибо, Илам Гайдарович. Благодарю вас за приглашение посетить Азербайджанскую республику с визитом. Я обязательно воспользуюсь вашим любезным приглашением при первой удобной возможности. Уважаемые представители средств массовой информации, на этом наша пресс-конференция завершена. Всем большое спасибо.